Предоставляется представителю Государственного комитета национальной безопасности. Кто из вас будет выступать? Так, Балтабаеву Джомарту Равшанович. Здравствуйте, уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые участники заседания, сотрудник ГКМБ Балтабаев Джомарт Равшанович. Госкомитет поддерживает выступление представителя Джалур Кенеша, также вот вы только что услышали представителя ГУ «Узмат». Почему он подробно знает? Потому что мы вместе разрабатывали данный законопроект, инициатором был МЦР, но так как потом некоторые функции перешли в ГУ «Узмат», дальнейшая разработка была за данным ведомством. Касаемо то, что господин Алмазбеков говорит, что это очень чрезмерная, размытая норма угрозы национальной безопасности, я бы хотел еще раз процитировать само юридическое понятие. То есть это совокупность условий, факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Данная норма формирует законодательную рамку, исключающую произвольность и обеспечивающую необходимый уровень правовой определенности. Поскольку угрозы безопасности по своей природе, они могут быть разнообразными, изменчивыми, и попытка детализировать данное понятие будет приводить к ограничению способности государства реагировать на те риски, которые возникают. Они с учетом изменяемых геополитических процессов с каждым годом, даже с каждым месяцем увеличиваются. Также лишение гражданства, оно не применяется автоматически. Оно предполагает индивидуальную оценку действий лица, это документальное подтверждение обстоятельств, соблюдение процедурных гарантий. И несмотря, если даже человек лишается гражданства, он имеет право в судебном порядке это обжаловать. То есть это исключает произвольность и соответствует принципу правовой защиты граждан. И учитывая современные условия глобализации, государство обязано иметь нормативный инструмент для сохранения безопасности. И поэтому эта формулировка, представляющая угрозу национальной безопасности, она соблюдает необходимый баланс между защитой прав граждан нашей страны и интересам государства. Поэтому, уважаемые судьи, просим пункт 2.1 части 2 статьи 26 Закона Кыргызской Республики о гражданстве Кыргызской Республики признать о том, что оно не противоречит частям 1 и 2 статьи 23 и части 2 статьи 51 Конституции Кыргызской Республики. У вас все, Доклад закончен.